Я слышу Твои слова, я чувствую боль, отзывающуюся в Твоем голосе. Вы чувствуете тяжелое бремя на своих плечах, непосильное. Я здесь, чтобы облегчить этот груз и рассеять страдания. Сегодня у меня такое ощущение, что это будет день полный радости, но очень важно, чтобы вы стремились сделать его таким. Перенаправьте свои мысли в сторону позитива, оставьте в стороне негатив, сосредоточьтесь на хорошем, а не на плохом. Вам нужно сделать перерыв, перед вами предстанет новый день, и вместе мы встретим его мужественно. У тебя нет причин бояться, мы едины, я никогда не бросал тебя. Ты можешь попытаться уйти, но я всегда буду присутствовать. Моя любовь безусловна, доверьтесь вечной скале, которая есть Господь. Любовь Иисуса проявляется как крепкая и нерушимая дружба. Он всегда будет относиться к вам по-доброму в периоды перемен. Ваша жизнь будет построена на этом камне, когда вы примете Иисуса Христа как лидера и спасителя вашего существования. Любое зло склонится перед вами, все ваши нужды будут удовлетворены, а любое сопротивление и рабство растворятся, когда вы признаете и отказываетесь от своих ошибок. Ищите силу Святого Духа, чтобы вести жизнь, полную добродетели. Господь приведет тебя к святости, как своего ребенка, и будет способствовать твоему процветанию во всех отношениях. Имя Иисуса выделяется среди всех других. На любую просьбу, сформулированную в молитве через это могущественное имя, Господь ответит. Вам просто нужно помолиться и получить все благословения, призывая это удивительное имя. Вы испытаете обильные благословения. Господь заверяет вас в своей поддержке сегодня, и если в вашей жизни началось что-то хорошее, оно не бросит это на полпути. Он доведет начатое до конца. Не отказывайтесь от своих мечтаний и желаний, Господь обещает вам сегодня помощь. Господь говорит тебе: «Ты, сын мой, через тебя я прославлюсь». Он знал тебя еще до сотворения этого мира. Бог на вашей стороне, Он поддержит вас своей бесконечной любовью и прославит свое имя в вас и через вас. Ваша помощь и благословение пребывают в могущественном имени Господа. Вы получите помощь от имени, которому доверяете, носите его с гордостью и радостью. Господь действительно ваш защитник, мы связаны с Господом как дух с Ним. Когда вы отдаете свою жизнь Иисусу и полностью доверяете Его путям, Он дарует вам новое существование и берет на себя управление. Небеса воспоют вам хвалу, и все благословения потекут в вашу жизнь. Господь осушит все ваши слезы, и звук плача исчезнет из вашего дома. Оно превратит вашу печаль в радость, ваш траур в танец. Вы не будете испытывать нужды, вы будете получать чудо за чудом. Направьте свой взор сначала на крест, где Господь Иисус принес себя в жертву только ради вас. Через кровь Иисуса Христа вы можете превратиться в совершенного человека. Когда ваши пути будут правы перед Господом, вы получите все обильные Божьи благословения. Просите Бога, и все благословения, в которых вы нуждаетесь, изольются на вас. Для их содержания не хватит места. Всякий хороший и совершенный дар приходит свыше, когда вы попросите Бога,
двери небес откроются, и вы будете благословлены Его совершенными дарами. Бог обещает вам великий рост. Господь возьмет тебя в то же место, которое Он дал твоим предкам. Это сделает вас более процветающим. Благодарите Бога за своих родителей, бабушек и дедушек и предков за семена, которые они посеяли в Господе. В соответствии с заветом, который Бог заключил с вашими предками, Он решил помнить и о вас, и благословить вас, и будущее поколение. Вы пожните великую награду, Господь сотворит чудеса и чудеса, которых не счесть в твоей жизни. Доверьтесь Господу, Бог сотворит чудеса в вашей жизни и сделает вас живым свидетельством. Сам Бог будет с тобой, куда бы ты ни пошел, Иисус всегда будет с тобой. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Божья любовь наполнит вас. Он будет с тобой как Отец и будет вести тебя. Вы никогда не будете одни. Я знаю, что понимаю твою боль. Я понимаю, что вам нужно, и в свое время вы получите то, что вам нужно. Имейте в виду, что я знаю, что для вас лучше, и я тебя люблю. Поставь лайк этому видео и напиши «Да», если веришь в Бога. Бог говорит: перестаньте впадать в депрессию, перестаньте говорить, что вы не можете этого сделать, перестаньте быть негативными. Я создал тебя, ты замечательный, ты смелый и сильный. Ваша жизнь не ужасна, встаньте из этой ямы страданий. Я обещал тебе, что дам тебе победу, не позволяйте сатане заставить вас упасть. Встаньте и продолжайте сражаться, я тебя люблю. Жизнь моего сына полна счастливых и грустных моментов. Мне нужно, чтобы ты останавливался в хорошие времена. Когда приходят плохие парни, жизнь не так уж и плоха, он полон чудес. Мне нужно, чтобы ты держал голову высоко. Помните, что вы вверили свою веру в мои руки. Вам не нужно бороться за жизнь, просто имей немного веры, потому что я здесь ради тебя. Я тебя люблю. Если вы верите в Бога, поставьте лайк этому видео и напишите «Я верю». Мне нужно, чтобы ты знал, я буду любить тебя, даже если ты совершишь ошибку. Моя любовь к тебе не ограничена, я спас тебя от многих вещей, о которых ты даже не догадывался, что они могут тебе навредить. Я защитил тебя, я тебя люблю. Сегодня день великой надежды, Господь Вседержитель, Повелитель всего сущего, с тобой, Бог Иакова всегда будет твоей силой. Где бы вы ни сталкивались с сопротивлением и страхом, Господь хочет показать свою победоносную силу в вас и других. Через вас. Просто поверьте и получите это благословение сегодня. Ваше сердце может стать домом Иисуса, всемогущего Бога во плоти. Отдайте свою жизнь в руки Иисуса. Когда оно обитает в тебе, ты становишься избранным Божьим сосудом. Господь наполнит тебя своей славой, Он воздаст вам двойную порцию чести, и благодать Господа будет на вас, чтобы ответить на каждую вашу молитву. Введите 1111, чтобы подтвердить сегодня. Господь принесет тебе избавление, вы освободитесь от всех своих мирских проблем и оков. Если вы проживете жизнь, угодную Богу, Он будет доволен вами. Вы испытаете Его славу и получите Его благословение в изобилии.
Господь благословит вас богатейшими благами, когда вы помолитесь, чтобы Он благословил вас по своей воле. Он обязательно даст вам лучшее, что точно соответствует тому, что вам нужно. Когда Бог скажет вам, что Он дает вам самое лучшее, вы увидите, как Бог прибежище действует в вашей жизни. Нет ничего невозможного для тех, кто всегда доверяет Господу. Когда вы доверяете Богу и изливаете в Него свое сердце, Он станет вашим прибежищем и силой, непрестанным помощником в трудные времена. Господь с тобой, куда бы ты ни пошел, Он окружит тебя со всех сторон, как защитный барьер. Он знает вашу ситуацию и обещает быть с вами каждый день в вашей жизни. Он будет сопровождать вас на каждом этапе, вы окажете огромное влияние, свет Божий будет гореть внутри вас и сиять вокруг вас такой славой, что привлечет царей и народы. Люди услышат о делах, которые вы совершаете для Бога в своей жизни, вы будете как новый инструмент. Острее прежнего Господь побудит вас победить ваших противников. Он будет использовать вас как мощный острый инструмент, чтобы искоренить всех демонов, скрывающихся в вашей жизни. Он растопчет сатану ногами вашими, даровав вам не только честь, но и двойную долю вместо позора. Бог поднимет тебя из глубин, подняв к неизведанным высотам. Взывая к Иисусу, вы испытаете Его милость, будучи спасенными и утвержденными на твердой почве. Первоначально свидетельством выступает крест, на котором Господь Иисус принес себя в живую жертву исключительно за вас. Искупление через кровь Иисуса Христа превращает вас в совершенную сущность. Когда ваши пути обретут праведность перед Господом, вы высвободите обильные божественные благословения. Господь осушит ваши слезы и уничтожит эхо плача в вашем доме. Оно превратит вашу печаль в радость, а траур в танец, наполняя ваши руки постоянным потоком чудес. Господь, провозгласив: «Ты, Сын мой, через тебя я прославлюсь», избрал тебя прежде основания мира. Бог на вашей стороне, окутанный неизменной любовью, прославляющий свое имя в вас и через вас. Его обещание поддержать вас остается неизменным, и если Он начал хорошее дело в вашей жизни, Он без колебаний завершит его. Так что держитесь за свои мечты и желания, потому что Господь стремится помочь вам. Вставьте 555, если верите. Бог заявляет: «Жизнь, которую я дал тебе, не касается тебя. Ты был создан по моему образу, чтобы жить во мне и быть источником любви, помощи и утешения для других. Ищи меня, и ты откроешь свою цель». Бог заявляет: «Я спас тебя от незаметных опасностей, которые могли бы причинить тебе вред. Я был твоим хранителем, обеспечивая тебе вечное блаженство. Если ты чувствуешь себя безнадежным, потерянным или подавленным, приди ко мне, и я благословлю твое существование. Здесь для тебя, я люблю тебя. Нет, тебе всегда нужен план, иногда просто плыви по течению. Доверьтесь мне и верьте, что мой план лучший для вас. Найдите минутку, чтобы помолиться. Когда ты приблизишься ко мне, я приблизлюсь к тебе. Нажмите «Мне нравится» и напишите «Слава Богу» в комментариях. Имя Господа Иисуса возвышенно, оно возвышается над всеми конфессиями.
На любую просьбу, сформулированную в молитве через это могущественное имя, Господь ответит. Просто помолитесь и получите все благословения, призывая это удивительное имя. Вы испытаете обилие благословений, когда признаете Иисуса Христа Господом своего существования. Все невзгоды склонятся перед вами, каждая потребность найдет свое удовлетворение, и все сопротивления и рабство исчезнут, когда вы исповедуетесь и отрекаетесь от своих грехов. Ищите силу Святого Духа, чтобы вести освященную жизнь. Господь сохранит тебя как своего сына, обеспечив тебе процветание во всех сферах. Господь – вечная скала, доверяйте любви Иисуса, Его дружбе, которая остается нерушимой. Его доброта останется с вами даже во времена перемен. Ваша жизнь будет построена на этом камне. Господь осыпет тебя благоденствием, желая тебе свободы от всех страданий. Он благословит ваши усилия, восстановит здоровье, финансовую стабильность, семейную жизнь и сделает вас процветающим во всех аспектах. Обещание Господа никогда не оставлять вас остается неизменным, даже когда все окружает неопределенность. Его любовь к вам постоянна, ничто не может отделить тебя от Его любви. Наполнившись любовью и миром Божьим, ты восторжествуешь над врагом. Введите 1111 для подтверждения. Когда вы приходите к Иисусу, нет никакого осуждения, Он освобождает вас от всей вины. В вине нет места, просто поблагодарите Господа и войдите в новые возможности, которые Бог наметил для вас. Господь гарантирует, что вокруг вас будет стена огня, замыслы врага не одолеют вас. Полностью отдав свою жизнь воле Бога, вы ощутите Его божественную защиту для вас и вашей семьи. Придите к Богу таким, какой вы есть, не сомневайтесь, что Господь примет вас. Когда ты приблизишься к Нему, Он обязательно возьмет тебя за свои руки и полностью очистит, возвеличив тебя как Дитя Божие. Господь обещает сегодня наполнить вас своей мудростью и знаниями. Небесная мудрость безмятежна, внимательна, покорна и исполнена милосердия и добрых плодов. Это беспристрастно и искренне. Каждый день, прежде чем предпринимать какое-либо действие, даже самое незначительное, просите мудрости у Господа. Желайте вашим сыновьям и дочерям быть благословленными мудростью. Потомки твои в юности будут подобны хорошо возделываемым растениям, ваши дочери будут подобны изящным колоннам. Чтобы украсить дворец, когда ваша жизнь как родителей будет соответствовать Богу, ваши дети будут благословлены вдвойне. Они поднимутся на большую высоту и будут честными людьми. Бог заявляет, вам не всегда нужен план, иногда вам просто нужно плыть по течению. Доверьтесь мне и верьте, что мой план лучше всего подходит для вас. Смотрите на меня, а не на удовольствие этого мира, я приношу ты счастье. Этот мир вас разочарует. Пожалуйста, подойди ко мне, я не хочу, чтобы ты больше страдал. Я дал каждому из вас уникальный дар, особый талант, которым обладаете только вы, чтобы вы сияли и давали другим понять, что это должно быть дар от Бога. Будьте благодарны, что в итоге вы не получили того, чего хотели, потому что на вашем пути вас ждет гораздо лучшее благословение.
Бог – ваш добрый пастырь. Он заботится о вас и защищает вас день и ночь. Он не позволит врагу причинить вам вред. Вам нечего бояться. Когда вы смиритесь перед Богом, покайтесь во всех своих проступках и сделайте все возможное, чтобы загладить свою вину, Он приблизится к вам. Вы наверняка насладитесь всеми этими наградами в своей жизни. Напишите «Аминь», если согласны. Бог говорит: «Я даю тебе вечное счастье». Если ты устал чувствовать себя безнадежным, потерянным и подавленным, приди ко мне. Я благословлю твою жизнь, я здесь для тебя. Я люблю тебя. Пришло время любить, вокруг слишком много ненависти. Мне нужно, чтобы ты любил меня, несмотря на различия между собой. Мне нужно, чтобы вы достигли многих вещей со страстью и праведной любовью, но если вы не преданы делу, вы вообще не добьетесь успеха. Расскажи мне все свои планы, и я поведу вас к тому, что я вижу лучше всего в вашей жизни. Вы уже довольно долго работаете на автопилоте, для вас было непросто присутствовать и наслаждаться добром, которое вас окружает. Найдите минутку и выдохните. Распознавайте вещи вокруг вас, попроси у меня мира и спокойствия. Я с тобой. Я тебя люблю. Поставьте лайк этому видео и напишите «Слава Богу». Господь говорит вам, что Он поселится среди вас. Когда вы открываете свое сердце, Господь радостно входит и живет внутри вас. Он просто хочет поговорить с вами, построить с вами отношения, а также удовлетворить все потребности в вашей жизни. Бог прокладывает для вас путь в пустыне и потоки в пустыне. Не позволяйте сердцу вашему смущаться, позволь Иисусу быть путем твоей жизни. Он пошлет реки благословений в вашу жизнь. Вы больше не будете в пустыне. Бог дает вам великую надежду и здесь, чтобы исполнить каждое обещание в вашей жизни. Он готов поклясться самим собой и заверить вас, что все, что Он задумал, будет вам дано. Давайте будем держаться за это обещание Бога как за якорь, чтобы наши души никогда не блуждали по течению в беспокойстве, а были твердо укоренены в Его обещании. Послушай мой голос, и когда вернешься в свою постель, почувствуй мое присутствие. Ищите меня с верой, и вы обретите утешение и мир. Подготовьтесь как следует, потому что из-за того, что вы уклоняетесь от призыва Отца, Сына и Святого Духа, могут возникнуть трудности. Однако в этом году у меня приготовлено для вас бесчисленное множество благословений. Я говорю с тобой нежно, словно лаская твое бьющееся сердце. Рад присоединиться к вам в наших утренних молитвах. Эти случаи поднимаются до самых высоких облаков. Если вы скажете мне, что вам нужно, я предоставлю это и даже больше. Результатом будут спокойствие, безопасность, эмоциональная сила и понимание. Ваша вера в мои обещания – это памятник мне, и именно поэтому я осыпаю вас благословениями. Я могу присматривать за всей вашей семьей, защищая ее от вреда. Страх больше не остановит их, поскольку они борются за невероятное и реальное дело. Мой Святой Дух всегда готов направлять и благословлять вас, и двери небес откроются, когда ваша вера укрепится в молитве.
Никогда не позволяй жизненным заботам мешать твоим поискам меня. Надеюсь, вы не упускаете из виду множество преимуществ, которые вас ждут. Вы полностью завладели моим вниманием, ваш тон говорит мне о многом. Я вижу доброжелательность и сострадание в твоей душе. Хотя может показаться, что я отвечаю медленно, будьте уверены, я свяжусь с вами, когда придет время. Если ваши мечты не сбываются сразу, не корите себя за них. Если у вас нет солена для вашего оружия, не тратьте деньги. Прогуляйтесь с патчами в сверхъестественном мире, где многое происходит за пределами вашего восприятия. Все, что я делаю, имеет цель. Делай, как я тебе говорю, потому что я хочу уберечь тебя от вреда. Ваш корень будет чист, и добраться до места отдыха станет проще, чем раньше. Ваше путешествие останавливается в ультрасовременной обстановке. Поднимите руки в знак благодарности и вспомните все случаи, когда я отвечал на ваши молитвы. Помни, что я никогда не оставлял тебя, когда ты был в депрессии. Пусть ваша вера укрепится этими воспоминаниями, потому что я снова протяну вам руку, как и раньше. Пусть все ваши самые глубокие, темные, тайные желания и амбиции сбудутся. Снимите их с полки. Теперь с моим благословением и помощью ты сможешь достичь того, что раньше было невозможно. Мое святое призвание заслуживает нашего величайшего почтения и славы. У вас есть сила избавиться от разрушительных привычек прямо сейчас. Моя власть над тобой самая сильная, и ты в безопасности от вреда. Когда вы подумаете об этих словах, в вашей голове появятся новые, не менее важные решения. Если что-то причиняет вам боль, держитесь от этого подальше. Воздержитесь от принятия приглашений на вечеринки, которые искушают вас согрешить. Давайте перестанем использовать наше ухаживание как трамплин к мимолетной радости. Многие люди, которые смеялись над вами раньше, могут злиться на вас теперь, когда вы подписаны на меня, но вам не следует расстраиваться из-за этого. Даже если вы все еще имеете дело с последствиями, в конечном итоге все это пройдет, потому что вы практиковали искреннее прощение. Вы сможете засвидетельствовать невероятное, изменившее жизнь чудо, которое я совершил для вас. Я считаю ваших близких частью своей семьи и предлагаю им спасение, радость и мир. Как только вы каждое утро открываете глаза, наполняйте свой дом верой. Позвольте вашим детям слушать хвалебные песни и музыку поклонения. Включите свой пример в юридически обязывающее заявление. Никогда не сбивайте кого-либо с ног. У вас есть мое прощение, и я прошу вас сделать то же самое. Я могу помочь вам залечить кровоточащие раны, и я здесь, чтобы помочь вам пережить это трудное время. Я ускорю их выздоровление и позабочусь о том, чтобы они навсегда исчезли из вашей памяти, вашей кожи и ваших пор. Никакое возмездие извне не причинит вам больше вреда. Примите ежедневное вливание моего Святого Духа в свое сердце. Пусть это успокоит ваши эмоции и вернет заветные воспоминания. Когда вам нужно выпустить немного пара, чтобы язык не испачкался, дайте ему зажать губы.
Позвольте себе увлечься расслабляющим течением этой реки. Расслабьтесь и наслаждайтесь новой жизнью, примите это, верьте в это и воспользуйтесь этим с радостью. Пожалуйста, знайте, что вы и ваши близкие постоянно в моих мыслях и молитвах. Чрезвычайные ситуации – это не то, о чем стоит беспокоиться. Там может не быть власти, опасности мира окружают вас, не оставляя выхода. Но я здесь, чтобы вдохнуть в вас жизнь, свое дыхание жизни, углубить вашу веру, расширить ваше духовное видение и показать вам, что цена, которую я плачу за вас, и моя любовь к вам не исчезнут из-за ваших ошибок или ошибки. Много проблем. Ты попал в яму, но я вытащу тебя из нее. Моя рука протянута, и я поведу вас в новое царство духовной власти. Я высоко ценю тебя, когда каждое утро восходит солнце. Я должен сказать тебе следующее. Когда мой свет танцует в твоем окне, мои воспоминания всплывают на поверхность. Моя благодать нова, и мой дух хочет, чтобы вы молились, и вы узнаете это, когда испытаете это. Дайте мне знать, что вы чувствуете, поделитесь со мной своими планами, поверьте в свои тревоги. Я отвечу на ваши просьбы и подтвержу свое обещание. Подумайте о своей вере, ты сможешь почувствовать в своем сердце, как сильно я тебя люблю, и я дам тебе стабильность, необходимую для жизни. Фиолетовые буквы, которыми вы записываете на страницах свои слезы, сожжены. Я забыл каждый источник твоих страданий и лично искоренил корни, которые продолжают причинять тебе боль, хотя ты давно их забыл. Я воспринимаю это как знак того, что вы доверяете ему и к тому же свободны. Возьмите лист бумаги и запишите такие слова. Эта любовь потеряла меня окончательно и безвозвратно. Ни твое совершенство, ни плата, которую я просил, не принесли тебе свободы. Вы полностью осознаете, что нет никакого способа избежать лап ада. Ваши долги оплачены, и вы свободны. Вы уверены в своем триумфе. Тот факт, что люди подписали мои обещания, делает их юридически обязательными. Я бы предпочел, чтобы ты не осознавал мою огромную, замечательную и прекрасную любовь, которую я испытываю к тебе. Я не буду вам это объяснять, живите этим, чувствуйте это, представляйте это и будьте частью этой чудесной любви, той, на которую вам не нужно было давать свое согласие, потому что другие люди вас подвели, которая сейчас окутывает ваше сердце. Я, Создатель Вселенной, спустился в ваши глубины, чтобы выразить свою глубокую привязанность. Эти выражения были переданы ему с резкостью, которая могла бы его удивить. Чтобы взаимодействовать со мной, не обязательно отправляться в дальнее путешествие или взбираться на вершину горы. Здесь я должен достичь твоего самого сокровенного существа, незваного, но резонирующего. Вы уже настроены на поток любви, который вас окружает. Моя любовь к тебе неописуема по своей силе, вот почему я дарую тебе это обновленное существование, свободное от страха, изоляции, охваченное моей любовью. В этом существовании путешествуйте по огромному пространству радости, пока моя любовь ведет ваш корабль к Ияр-сердца, где вас ждет победа. В этом царстве изобилуют возможности бесконечной радости, обильного богатства и священных сокровищ,
недоступных внешним силам. Отбросьте любые колебания, если вы желаете сближения наших жизней. Сомнения врага атакуют ваш разум, пытаясь помешать вам понять меня. Наблюдайте за выполнением моих обещаний, рассматривая собственное отражение. Не доверяйте только своему суждению. Я одобряю простоту вашей веры и смирение, живущее в вашем сердце. Начинайте каждый день с того, что доверяете мне свои планы, и я поведу вас на неизведанные пастбища ваших устремлений, где ваш дух сможет насладиться благословениями, о которых неоднократно говорится. В этот самый момент мое присутствие управляет вашими эмоциями, тревога несовместима. Я с нетерпением жду того дня, когда ты узнаешь меня более близко, принимая мою теплую любовь так же, как и ты. Никакое бедствие или трудный день не смогут разбить ваше сердце. Я люблю тебя несмотря ни на что. Эта нежная привязанность преобразует. Ваша уникальность может сиять, и будущее не должно быть источником стресса, потому что я вселил в вас дух любви и силы. Вы не слабы и нелегко унываете, скорее, вы крепкий, выносливый, храбрый и непоколебимый. Пусть изменчивые эмоции сообщат мне, когда они будут готовы. Мой электрический ток успокоит ваши нервы и страхи. Сегодня мы проехали километры, вы не только обнаружите свою истинную личность, но и испытаете освобождение. Попрощайтесь с тревогой и отчаянием именно тогда, когда они вам нужны больше всего. Ангельские существа свыше простирают свою помощь и утешение. В свое время вы станете свидетелем того, как ваша вера в меня дает необыкновенные результаты. Вас ждут радостные и вкусные времена. Приветствую, моя цель сегодня – заверить вас, что я здесь, присматриваю за вами и вашими близкими. Я приказал тебе путешествовать спокойно, потому что ты человек, а твои противники смелы. Я понимаю и разделяю ваши опасения, однако Бог, живущий в вашем сердце, доброжелательный и заслуживающий доверия, сильнее. Переложите свои заботы на мои плечи сейчас, и я использую свои обещания и свою энергию, чтобы превратить ваши проблемы в чудесные блага. Помните, что я сказал раньше, я буду рядом с тобой какое-то время, как и раньше. Я никогда тебя не оставлю. Займите позицию «Признать вашу храбрость». Используйте все инструменты и присутствие, которые вам даны, чтобы добиться успеха. Как только я приблизюсь к вам, вы преодолеете трудности, устраните препятствия и устраните опасности, следуя моим советам. Ваша склонность очистить свой дом и дух от зла и греха очевидна, а также ваша общая искренность, трудолюбие и настойчивость. Послушайте мои слова. Я всегда рядом с тобой, люблю тебя и направляю тебя, мой любимый. Встаньте и поверьте моим словам. Разорвите узы, ограничивающие ваших близких. В своей вере противостойте скрытым духовным силам, скрывающимся в тени, твердо стоя в моем присутствии. Поймите это, злые духи затрепещут и побегут от вас. Но будьте осторожны, когда жизнь испытывает вас, не позволяйте ей огорчать вас. Если тревога и неуверенность укоренятся, если обиды не исчезнут, есть надежда. Продолжайте биться свое сердце,
пусть моя священная фраза наполнит ваш разум и укрепит вашу веру. Сохраняйте веру, несмотря на трудности. Моя божественная любовь окутывает и ласкает тебя, так что не позволяй неопределенности или тяжбе слетать с твоих уст. Сохраняйте непоколебимую веру даже в моменты слабости и неудач. Я всегда прощу тебя в святилище моих объятий. Ни один противник не сможет победить вас. Я Бог, который спасает и прощает ваши грехи. Сосредоточьтесь, различайте и учитесь. Только я могу поднять тебя из пропасти и спровоцировать похвалу в твоих устах. Чудеса случаются, когда ты встаешь на колени и разговариваешь со мной, потому что я реален. Когда в жизни возникнут проблемы, я буду рядом, чтобы поддержать тебя. Моя любовь поддерживает вас в трудные времена, и это может принести вам утешение, даже когда кажется, что мир вокруг вас работает против вас. Если ты думаешь, что нет смысла двигаться дальше, держи меня крепче. Никто не любит тебя больше, чем я, когда твои так называемые друзья и семья предают тебя. Но сейчас мое сознание сосредоточено только на моих собственных атаках. Имейте это в виду, я воспитаю тебя в твоей семье, и они признают свой грех и покаются. Дайте им любовь и прощение, как мое, и я защищу ваше сердце от вреда. Доверьтесь мне, и я сделаю то же самое. Я прошу вашей преданности, но обещаю, что ничего плохого с вами сегодня не произойдет. Вставайте и смотрите в будущее с уверенностью. Хорошие вещи ждут вас и ваших близких. Приди ко мне, делай, как я говорю, и я воспользуюсь тобой. Позвольте мне говорить с вами вашими устами и вашими руками, как мне исцелить больных и освободить пленников. Я верю, что вы придете ко мне в целости и сохранности, поскольку ваша вера – это средство, с помощью которого Бог будет совершать чудеса в вашей жизни. Ваши просьбы будут удовлетворены, если они будут добрыми, чистыми и ободряющими. Наш завет возобновляется сегодня, и вы приняли решение служить мне и доверять мне. Я буду творить чудеса с твоей подписью, потому что я тебя обожаю. Теперь, когда вы увидели мое воскресение и жертву, вы должны подтвердить это своей любовью и преданностью. Вы одержите победу над трудностями благодаря своей скромности и уверенности. Ты мой верный воин, и я никогда тебя не подведу. Какими бы плохими ни были дела, твоя история не будет диктовать твое будущее из-за твоей веры в меня. Ты искал утешения в моих объятиях, вы всегда можете чувствовать себя в безопасности, пока я рядом. Верьте, что моя кровь омоет вас и дарует вам прощение. Откройте свое сердце и разум этой истине, потому что она скоро совершит нечто чудесное, что изменит вашу жизнь. Мое прощение полное, прости себя, что бы ни случилось. Твое сердце свежее, потому что моя кровь омыла его, ваши мысли освежаются. Отнеситесь серьезно к моему священному посланию, пусть ваши комментарии будут полны позитива и вдохновения. Размышляйте каждый день о моих заповедях и обещаниях, которые я дал вам. Вы не должны возвращаться в царство мертвых, ваша судьба не в воздухе. Ты у меня под крылом, и я позабочусь о тебе. Из вас.
Будут моменты, когда ты почувствуешь угрозу, но я защищу тебя. Ваш и без того мощный интеллект станет еще сильнее, когда вы усвоите всю эту информацию. Не общайтесь с теми, кто унижает вас своими негативными комментариями или действиями. Держитесь подальше от людей и мест, которые вас обманывают. Мне бы не хотелось, чтобы твоя душа остыла. Для тебя у меня есть будущее, свободное от печали и полное благословений и счастья. Пожалуйста, поставь мои нужды выше своих и коронуй меня царем своего сердца. Я буду любить и заботиться о тебе всем сердцем, независимо от того, что думают другие. Я всегда буду демонстрировать тебе свою преданность. Ваши испытания закончились, и буря проходит. Сегодня моя любовь не имеет границ, и ничто не находится вне моей досягаемости. Наступил новый день, и с этого момента на вашем пути не будет ничего, кроме небесных благ и возможностей, ведущих к божественному процветанию и прекрасной дружбе. Все ваши финансовые заботы исчезнут, ваши молитвы, трудовые усилия и имущество будут мною обильно благословлены. Когда я что-то говорю, я имею это в виду, вы можете рассчитывать на то, что я продолжу идти. Вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку. Я тот, кто защитит тебя от вреда и утешит в трудную минуту. Как бы плохо ни обстояли дела, вас больше ничего не сбивает с толку, потому что я покажу вам путь к справедливости. Я обещаю дать вам прекрасное вечное душевное спокойствие, всегда находясь с вами в ваших мыслях. Радость переполнит ваше сердце, и вам будет предоставлена возможность в полной мере оценить великолепие жизни. Я принесу радость в твою жизнь и положу конец страданиям, которые заставляли тебя плакать. Мои благословения тебе никогда не закончатся. Я молюсь тебе обо всех чудесных и святых вещах, которых ты желаешь, потому что моя любовь к тебе безусловна. Просто принесите мне то, что вам нужно, и я буду рад удовлетворить ваши запросы. Я дарую вам жизнь, полную изобилия и спокойствия. Ваши пути будут вымощены процветанием, и вы никогда не будете сбиты с толку или лишены сна, потому что я всегда буду с вами, напоминая вам о своих обещаниях и заповедях. Удивительное душевное спокойствие, которое я могу обеспечить, не имеет себе равных на земле. Я уделил большое внимание вашим молитвам и пожеланиям. Среди своих проблем ты трогаешь мое сердце, когда благодаришь меня. Я слышал ваши молитвы жалоб и извинений, но должен сказать, что ваша благодарность самая сильная. Ты прошел через многое и умолял меня перенести ту болезненную процедуру, из-за которой ты не мог спать по ночам. Твоя вера укрепилась благодаря твоим усилиям, и мне доставляет радость, когда ты зовешь меня, Отец, даже когда ты сражаешься за то, во что веришь. Все очень ценно, даже если я этого не понимаю. Он хорошо разбирается в своей задаче, все происходит по какой-то причине, и я верю в тебя. Я чувствую реальность того, что ты говоришь, когда слезы катятся по твоим щекам, и это меня глубоко трогает. Вы полностью уверены, что я выполню все ваши требования, благодарность и честность исходят от вас. Продолжать идти, достижение ваших целей в ваших силах.
Даже самые засушливые аспекты вашей жизни в конечном итоге процветают, и ресурсы, которые, как вы думали, исчезли, снова текут. Как бы плохо ни обстояли дела, я все равно благословлю тебя, а ты знаешь, как действует противник, так что не поддавайся его лжи. Держи голову выше, я отвечу на ваш звонок. Прекратите свое беспокойство сейчас, чтобы обрести душевное спокойствие и безопасность в жизни. Я послал своих ангелов охранять тебя. Запомните эти фразы, потому что я знаю, что вы их понимаете, потому что видели их раньше. Вы сможете одержать победу над своими противниками. Мы призваны в любой ситуации бояться Бога. Это одна из важных обязанностей, которую Бог хочет, чтобы мы выполняли. Страх Божий делает мужчину или женщину целостными, поэтому боящиеся Бога получают от Него совершенные благословения. Сегодня Господь готов дать вам такие совершенные благословения. Господь говорит, что заключит завет с вами и вашей семьей. Каждое благословение, которое должно сойти на вас и вашу семью, сбудется. Господь поднимет тебя над врагами твоими. Введите 1111 для подтверждения. Бог заставит твое лицо сиять. Когда вы проводите время с Господом, Он обязательно покажет вам свой план и даст ответы. Когда вы примете планы Бога, ваше лицо начнет сиять. Бог даст вам процветать. Если вы в первую очередь будете искать Бога и Его праведность, все приложатся вам. Вам никогда не будет чего-то не хватать. Бог позволит вам ходить в праведности и иметь все процветание, весь мир и все дополнительные небесные благословения. Сегодня Бог благословит вас, если вы придете к Господу с раскаявшимся сердцем, ища Его прощения. Он пожалеет вас своей вечной добротой. Он преобразит вас, вы будете обновлены силой Божьей. Бог говорит, вы не неудачник, поэтому можете быть уверены, что то, что говорят другие, неверно. Сосредоточьтесь на том, что я думаю о вас. Я люблю вас. Мне нравится, что вы знаете мои заповеди достаточно. Вы должны практиковать их. У меня есть заповедь любить себя всем своим сердцем и любить своего ближнего. Поэтому мне нужно, чтобы вы своими действиями продемонстрировали, что вы любите меня и что вы любите своего ближнего. Я не хочу, чтобы ты чувствовал неприличный. Ты прекрасна и чудесно создана по моему образу. Я не хочу, чтобы ты принижала себя из-за своей внешности. Тревога не является грехом. Быть в депрессии – это не грех. Позвольте этим эмоциям приблизить вас ко мне. Я знаю, что могу исцелить тебя. Я тебя люблю. Я не позволю тебе упасть. Мне нужно, чтобы ты встал. Мне нужно, чтобы ты был счастлив, потому что ты мой сын и ты под защитой. Послушай мой голос. Я покажу тебе, куда идти, и я сделаю твой путь прямым. Я не подведу тебя. Я тебя люблю. Сегодня Господь говорит тебе: «Сын мой, ты мой, через тебя я прославлюсь». Он привел тебя в этот мир еще прежде основания этого мира. Господь предузнал тебя. Бог воистину на твоей стороне.
Господь поддержит тебя своей неизменной любовью и прославит имя свое в тебе и через тебя. Напечатайте 11 и 11, если верите. Бог говорит: «Я слышу тебя, я слышу боль в твоем голосе. Я чувствую тяжесть на твоих плечах, это слишком тяжело для тебя. И я хочу, чтобы ты знал, что я здесь, чтобы поднять весь этот груз и убери эту боль». Верьте в своем сердце, что Бог воскресил его из мертвых, и вы обретете спасение. Позвольте вашему сердцу принять веру, ведущую к оправданию. Произносите исповеди своими устами, обеспечивая спасение. Приготовьтесь к череде триумфов, завоеваний и достижений, которые щедро украсят ваш путь. На этой неделе Бог усилит ваши благословения, показав вас живым свидетельством безграничных возможностей и изменяющих жизнь чудес, которые Он дарует. Станьте свидетелем ежедневного увеличения ваших финансов, которого более чем достаточно для вас, вашей семьи и будущих поколений. Прежде чем эта неделя закончится, непрерывный поток богатства захлестнет вашу жизнь, как неудержимый поток. Ежедневный финансовый рост принесет огромное счастье, любовь, богатство и благополучие. Встаньте на пороге грандиозного прорыва, приготовившись удивить своих противников и произвести революцию в своем мире. Я позабочусь о ваших финансовых обязательствах, залечу ваше разбитое сердце, защитю вашу семью и организую для вас по-настоящему прекрасный день, который изменит вашу жизнь. Ожидайте восстановления своего благополучия, отношений и финансов, чтобы этот год стал самым благоприятным для вас и ваших близких. В ближайшие 12 часов вашу жизнь украсит каскад радости в виде любви, богатства и здоровья. Возможности откроются сами собой, долги будут списаны, а счета будут полностью оплачены. Позитивные изменения в вашем финансовом положении неизбежны, и ваша личная жизнь резко возрастет. Подготовьтесь к переходу на следующий этап вашей жизни. Любовь углубится, вера укрепится, здоровье расцветет, а изобилие переполнится. Бог активно превращает ваши поражения в триумфы. Помните, вы никогда не одиноки, Господь обещает быть с вами всегда. Вы справитесь со своими проблемами и принесете мир среди невзгод. Его мир и радость наполнят вашу жизнь. Напишите 222, если у вас есть такое убеждение. По словам Иисуса, Бог готов открыть дверь, о которой вы горячо молились. Следующие 7 дней будут необычными и откроют вам сезон радости, любви и гармонии. К концу этого месяца ждите чудесного исцеления и полного выздоровления от болезней и долгов. Бог уводит вас от боли, борьбы и нужды к периоду исцеления, спокойствия и изобилия. Когда мы приближаемся к декабрю, осознайте, что это время вашего возрождения. Несмотря на трудные времена, я рядом с вами, готовый к вашему восстановлению. Примите жизнь, полную процветания, счастья и успеха. Богатство легко войдет в вашу жизнь, открывая безграничные возможности без каких-либо усилий с вашей стороны. В ближайшие месяцы ваша личная жизнь и духовное путешествие будут процветать, превзойдя даже ваши финансовые ожидания.
Иисус призывает вас отдать Ему свои бремена и жить для Него, а не для себя. Он обещает заменить ваш страх верой и провести вас в трудные времена. Добро пожаловать в новую главу, полную неограниченных возможностей. Он обладает силой полностью изменить вашу жизнь, уведя вас от финансовых проблем к богатству и изобилию. Попрощайтесь с заботами и грустью, вместо этого Он обещает радость и процветание. Какие бы испытания ни преподнесли вам эти выходные, помните, что Божья сила превосходит всех, с чем вы сталкиваетесь. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на свои силы, доверьтесь Его. Если вы чувствуете себя подавленным, отдайте свои заботы, сомнения и страхи Богу, потому что Он может держать их в своих руках. Эта неделя ознаменует начало значительных и позитивных перемен в вашей жизни. Готовьтесь к прорывам, новым возможностям, хорошим новостям, улучшению здоровья, финансовому росту и успеху. В настоящее время его состояние улучшается. Верьте, что Бог превратит вашу боль в радость, открыв двери и создав возможности, предназначенные специально для вас. Благословения, которые Он приготовил для вас и вашей семьи, превосходят ваше воображение. Трудности, головные боли, консультации и бессонные ночи подходят к концу. Бог готов наполнить вас всем, на что вы надеялись и о чем молились. Ожидайте благословений любви, хорошего здоровья и процветания, которые украсят вашу жизнь. Сегодняшний день обещает хорошие новости, благословения, личностный рост, новые возможности, продуктивность, позитив, ответы, исцеление, любовь и благосклонность Бога. Судьбой суждено стать для вас благословенным днем. Напишите «Аминь», чтобы подтвердить. Господь утверждает, что на каждое разочарование Бог приготовил для вас благословение, изменяющее жизнь. Радость, любовь и удовлетворение переполнят ваше сердце. Смех и хорошие новости наполнят ваши уста. Сегодняшний день приносит прогресс, успех, позитивные встречи, повышение по службе, возможности, хорошие новости, неожиданные сюрпризы, сверхъестественную силу, прорывы и исцеление. Точно так же, как Авраам и Иосиф пережили годы ожидания, прежде чем Бог исполнил свое обещание, иногда Бог находит время, чтобы открыть двери в нашей жизни. В настоящее время Он готовит вас к тому, чтобы вы были готовы войти в эти двери. Помните, что Бог ведет ваши битвы, устраивает все в вашу пользу и прокладывает путь, даже когда это кажется невозможным. В течение следующих 6 месяцев вы сидите в машине своей мечты возле своего нового дома и удивляетесь своему банковскому счету в $1 миллион. Дорогое дитя, подготовься, потому что Бог готовится обильно благословить тебя и оказать тебе благосклонность. Вы компенсируете все головные боли, испытания, невзгоды и неудачи, с которыми вы столкнулись. Всегда помните, что вы находитесь под опекой Бога. Поскольку Он ваш Создатель, Он будет продолжать заботиться о вас на протяжении всей вашей жизни, предоставляя помощь и спасение, когда вы в этом нуждаетесь. Бог меняет вашу ситуацию и благословляет вас и вашу семью лучшей жизнью. Он исцелит все ваши раны, и каждая неудача,
которую вы пережили, приведет к невероятному возвращению. В эти выходные будьте готовы к тому, что в нескольких аспектах вашей жизни произойдет нечто невероятное. Ваша работа, ваши финансы, ваше здоровье и ваши отношения. Приготовьтесь к сезону чудес, где вас ждут победы за победами. Препятствия рушатся, а успех украшает все, к чему вы прикасаетесь. Я, твой милосердный Бог, нахожусь в разгар преобразования вашей жизни. Боль превратится в радость, неудачи превратятся в возвращение, и вы больше не будете чувствовать себя подавленным или застрявшим. Судьба приготовила для вас нечто лучшее. Введите 333, если вам это нужно. Бог говорит, что сегодня, в наступающем году, я молюсь о том, чтобы вы получили еще более значительные благословения, лучшие финансы и лучшее здоровье. Я с нетерпением жду возможности подарить вам богатство, здоровье и процветание, превосходящее ваши самые смелые мечты. Просто держитесь своей веры и примите мои благословения с благодарным сердцем. Вы собираетесь стать богатым, успешным, счастливым и здоровым. Я решил осыпать тебя своими благословениями, моя дорогая. Стремясь к изобилию и процветанию, помните о важности благодарности. Будьте благодарны за полученные вами благословения и чудеса, которые происходят в вашей жизни. Я, твой любящий Бог, стою сегодня перед тобой с обильными благословениями. Я хочу излить их на каждого из вас, но прошу вас открыть свои сердца и умы, чтобы принять их через веру и доверие ко мне. Стань свидетелем удивительных чудес, которые ждут тебя в этом году, дочь моя. Верьте в чудеса, которые происходят вокруг вас. Доверься моему присутствию, зная, что я всегда с тобой, держа тебя за руку на твоем пути по жизни. Откройте свое сердце, чтобы получить благословения, которые я даю вам. Примите грядущие изменения. Это возможности для вашего личного роста и самореализации. Поверьте, мои дорогие, что я позабочусь обо всех ваших нуждах. Даже в трудные времена ваша семья, ваши деньги, ваше здоровье и ваши отношения получат мои благословения. Вас ждут удивительные и неожиданные чудеса. Превысив ожидаемые результаты и положив начало полной трансформации в вашей жизни. Примите мой божественный план, и вас ждет глубокая метаморфоза. Ваше сердце переполнится огромной радостью, миром и удовлетворением. Помните, я обладаю способностью превратить вашу боль и страдания во что-то необычайно прекрасное. Я могу исправить вашу разбитость и вернуть вас к состоянию полной целостности. У ваших слез есть цель, я превращаю их в потоки благодати, ткущие полотно вашей жизни. Откройте для себя спокойствие в своей душе, осознав мое непоколебимое присутствие для вас. Я непрестанно работаю для вас, никогда не поддаваясь отдыху. В трудные времена я твоя помощь, твое убежище в бурю и твоя сила, когда ты чувствуешь себя ослабленным. Поймите свои опасения по поводу финансов, здоровья и семьи, но знайте, что Бог всегда работает от вашего имени, если вы настойчивы. Сегодня я почтит тебя миром, исцелением и триумфом. Из этой сложной ситуации
выйдет нечто необыкновенное, дочь моя. Имейте в виду, что от меня исходят благословения и чудеса. То, что я обещал вам, остается неприступным, невосприимчивым к блокаде и разрушению. Вместо того, чтобы жить в беспокойстве, превратите свои тревоги в поклонение, и этот месяц развернется с хорошими новостями, ответами на молитвы, прорывами, чудесами и милостями. Напишите «Бог со мной». Бог сообщает вам, что в этом году я подталкиваю вас к новому шагу в жизни, заменяя боль радостью, борьбу благословениями, а потери чудесами. Я желаю, чтобы вы наслаждались счастьем, любовью и благословениями. Благословения, которые придут в вашу жизнь, принесут пользу не только вам, но и вашим потомкам и их потомкам. Я обещаю вечное общество, участие в ваших битвах и дарование спокойствия в каждой буре. Безмерная радость и мир наполнят вашу жизнь. Я помогаю вам подняться к величайшему возвращению в вашей жизни. Ангелы уже идут вам на помощь, мои молитвы исполняются, и я оказываю им финансовую помощь. Помолимся вместе. Отец, спасибо, что освободил меня от негатива обид, вины и вины прошлого. Помоги мне отпустить прошлое и предвидеть новые вещи, которые ты организуешь в моей жизни в этом году, во имя Иисуса. Благодарность за то, что сопровождали меня через жизненные перипетии. Ты по своей сути добр, совершенен и являешься воплощением совершенства, и для меня большая честь признать тебя своим Богом. Я организую изменения вашей ситуации, даруя вам и вашей семье благословения на более высокую жизнь. Все ваши боли найдут исцеление, а неудачи откроют путь к необычайному возрождению. На горизонте уже не за горами благословение, которое изменит вашу жизнь и создано специально для вас. Вместо того, чтобы поддаваться беспокойству, сосредоточьтесь на поклонении, поскольку предстоящая неделя предвещает хорошие новости, ответы на молитвы, прорывы, чудеса и благосклонность. В этом году готовьтесь к восхождению в жизни, поскольку я обмениваю боль на радость, борьбу на благословение, а потери на невообразимые чудеса. Во времена разочарования, усталости или неуверенности утешайтесь тем фактом, что я уже планирую трансформацию каждого негативного аспекта вашей жизни. Я дарую благословение вам и вашим близким, исправляя каждую область вашего недуга. Плюс на этой неделе я утрою твои благословения. Возможно, вы прозвучите недоверчиво, но поверьте моим словам. Я – божество умножения, жаждущее излить на вас обильные благословения. Вы вступаете в сезон благословений и чудес, которые выходят за рамки ваших обстоятельств, ограничений или прошлых неудач. Это сезон изобилия финансов, прочного мира и божественного вмешательства. Я твой защитник, защищающий тебя от вреда. Я стремлюсь наделить вас безграничным здоровьем, богатством и процветанием, превратив вас в проводник благословений для других. Иисус умоляет вас подчиниться Ему и жить для Него, а не для себя. Он обещает заменить ваш страх верой и провести вас в трудные времена. Введите 555 для подтверждения. Господь призывает нас, призывая славить Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, источник сострадания и утешения, утешающий нас во всех скорбях.
Помните, я – божество благодати и милосердия, непоколебимо любящее вас и всегда присутствующее. Я буду обеспечивать вас сверхъестественными способами и защищать вас божественно. Упорствуйте в вере, молитве и выражении моего слова, потому что вы мои дорогие дети, которым суждено найти в своей жизни непредвиденные чудеса. Это, моя дорогая дочь, время твоего триумфа. Никаких больше потерь, долгов и разочарований. Вы вступаете в главу ответов на молитвы, непрекращающихся благословений и чудес. Приготовьтесь к преобразующему сезону роста, который повлияет на все аспекты вашей жизни – финансовые, умственные, физические и духовные. Бог вот-вот откроет дверь, о которой вы горячо молились. Следующие 7 дней будут необычными. Вы вступите в сезон счастья, любви и гармонии. Я восстановлю ваше здоровье, укреплю ваши отношения и укреплю ваши финансы. Дорогие, поверьте мне и осознайте, что я – божество восстановления и искупления. Если в последнее время вас преследуют финансовые трудности, повторяйте за мной, и я ценю те деньги, которые у меня уже есть, и готов получить еще больше. Мой банковский баланс вот-вот переполнится деньгами. Насколько я могу себе представить? На этой неделе я демонстрирую значительное финансовое изобилие, облегчающее все мои финансовые заботы. Посылаю вам замечательные вещи, такие как удивительные сюрпризы, удачу и позитивные изменения, способствующие вашему росту и успеху. Я хочу помочь залечить ваши раны и улучшить ваше финансовое положение. Я знаю, что многие из вас столкнулись с денежными проблемами, и я хочу, чтобы вы знали, что я сочувствую вам. Я проведу вас к вашему самому благоприятному сезону. Верьте в меня и позвольте мне привести вас к изобилию, которое я приготовил для вас. Как божество, способное на чудеса, я специализируюсь на достижении, казалось бы, невозможного. Поверьте мне, и вы станете свидетелем невероятных успехов в своей жизни. Пусть ваш банковский счет вырастет далеко за пределы ваших самых смелых мечтаний. Пусть все ваши счета будут оплачены задолго до наступления установленного срока. Воспользуйтесь дарованной вам эпохой успеха и финансовой свободы. Хорошие вещи уже на пути к вам, ваше финансовое положение улучшится. Вас ждет исцеление, и чудеса произойдут именно тогда, когда они вам понадобятся. Вы пройдете путь от аренды к владению своим жильем, от наемного работника к предпринимателю, от займов к кредитованию, от терпения боли к обретению цели и от игнорирования к поиску. Я постоянно стучу в дверь твоего сердца, терпеливо ожидая твоего приглашения. Не бойтесь открыть дверь, ведь я доброжелательное и любящее божество. Я хочу сыграть важную роль в вашей жизни, направляя вас в каждый момент. Напишите «Я люблю тебя, Боже». Бог говорит сегодня: когда вы примете меня, я наполню вас миром, радостью и силой. Я обещаю принести хорошее здоровье и исцеление каждому, кто его ищет. Никакую болезнь или проблему мне не было бы слишком трудно вылечить. Возможно, вы боролись со своим физическим или эмоциональным благополучием, но я хочу, чтобы вы знали, что я, как опытный врач,
который может полностью вас исцелить. Я верну вам силы, душевное спокойствие и энтузиазм, чтобы вы могли жить счастливой и значимой жизнью. Все негативное, что заставляло вас плакать в прошлом, скоро исчезнет. Моя любовь и благословение заменят твою боль и печаль, и ты испытаешь обильное счастье, смех и любовь. Пусть мои слова исцеления, восстановления и мира принесут тебе утешение и надежду, моя дорогая дочь. Я тот, кто создал все вокруг тебя: небо, землю, воду, горы, солнце и звезды. Я всегда с тобой, направляю тебя, утешаю и защищаю. Помни, ты очень особенный для меня. Вступая в этот путь трансформации и принимая благословения, которые я предлагаю, всегда помните, что сила формировать свою судьбу находится внутри вас. Вы не одиноки, потому что я рядом с вами, постоянный спутник вашей жизни. Когда мы сейчас расстаемся, знай, что моя любовь к тебе не знает границ. Цените вновь обретенную силу, радость и мир, которые расцветут внутри вас. Воспользуйтесь возможностями для роста и перемен, которые встречаются на вашем пути. Поделитесь любовью и исцелением, которые вы получили, с окружающими, создавая волновой эффект позитива в мире. Спасибо, что открыл мне свое сердце. Твое признание в любви было услышано, и наша связь нерушима. Помните, я источник бесконечной любви, сострадания и руководства. Я с нетерпением жду продолжения нашего совместного пути. Итак, моя дорогая дочь, иди вперед с уверенностью, зная, что тебя направляет Бог и ценит безмерно. Пока мы не встретимся снова, пусть ваш путь будет освещен сиянием любви, и пусть ваши дни будут наполнены благословениями, исходящими из глубин моей вечной привязанности. До свидания, и пусть мир всегда будет с вами.